программа «Точка взаимодействия». Сейчас я направляюсь в зону строительства Ленского моста. Нас любезно пригласила компания ВИС, которая осуществляет это строительство. Едем по новой дороге. У нас, обратите внимание направо, это новшество наших дорог, именно якутских. Стоят защитные экраны. Обычно мост соединяет два берега, а здесь соединяет жителей разных регионов республики на огромных территориях. Поменяется уклад жизни. В прошлое идет проблема поставки грузов. Самым сложным будет создание, собственно, центрального пилона. Потому что это технологии с использованием так называемых кофердамов. Это железная бочка диаметром почти 50 метров. Она будет монтироваться этой зимой. И летом, как только сойдет лед, еще при высокой воде, мы на специальном флоте, который сейчас подготавливаем, будем вывозить ее на центр, погружать и уже там забивать сваи. Уруй айхал, уруй туску, айхал мишель, дом. Уверен, что строители, наши партнеры ВИС и Сбер сделают все, чтобы в установленные сроки, которые определены решениями президента страны, мост, крайне важный людям, был построен качественно и вступил в срок уже до конца 2028 года. Благодаря политической воле президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, главы республики Айсена Сергеевича Николаева, членов республиканского правительства, парламентариев, этот проект, о котором мечтали несколько поколений жителей Якутии, становится былью. Мы понимаем высочайшую ответственность, сложность и сжатые сроки строительства, поэтому все компетенции и ресурсы группы будут направлены в полном объеме на реализацию данного проекта. Сегодня мы завлем бетоном первую буронабивную сваю, опору номер 6 Ленского моста. Всего проектом предусмотрено 26 опор и 920 буронабивных свай. Будет реализовано 3 пилона, высота самого масштабного из которого будет составлять практически 285 метров. Для нас это очень ответственная, интересная работа. Строители сделают все возможное для реализации этого исторического проекта, важного для всей России, также и для Республики Саха-Якутия. Уважаемый Айсен Сергеевич, разрешите заливку первой буронабивной сваи Ленского моста. Разрешаю. Приступаем. Предприятие ВИС, которое строит Ленский мост, организовало для журналистов республики пресс-тур. Первый вариант, он был длиннее. Вот. По результатам прохождения экспертизы была оптимизация, чтобы уменьшить затраты
на строительство объекта. И поэтому произошла оптимизация, количество опор стало немножко поменьше. Вот, и поэтому нумерация начинается с чего? Меньше Надежность экспертизы, когда проверяет, она проверяет однозначно надежность и безопасность объекта. Опоры располагаются рядом с берегом на этом участке, да, и считается дополнительно размыв возможный, как бы изменение русла, вот, и с учетом этого делается вот эти все заглубления, вот, и это стандартное решение. Вот в текущий момент, значит, у нас выполнено 16 свай, ведется работа по 17 свае. Средняя производительность по одной свае в день мы выполняем. Вот, и можем наглядно показать всю технологию, показать, как бурение производится, как опускается туда каркас, как производится бетонирование. Вот, и потом, после бетонирования, выполняется засыпка этой скважины, для того, чтобы буровая машина не проваливалась и могла выполнять работу на следующей скважине. Поэтому это технологический процесс, который мы выполняем, он является стандартным. Сюда входит 32 сваи и в одну опору. Промежуточные опоры береговые 32 свая, в ряде опор 21 свая. Но кроме того, я хочу обратить внимание, что центральные пилоны, которые у нас располагаются в русле, там количество свай составляет 208 штук. Вот, что для таких крупных объектов является стандартным решением, а для обычных объектов, конечно, это большое очень количество. И за счет этого объект является уникальным. Спецработы выполняются привлеченные, приезжие, с соответствующим опытом. А те работы, которые могут выполняться местными кадрами, мы это используем, из всех обеспечиваем работой, на что возможно. Мне очень нравится регион, очень нравится район, очень нравится его взаимодействие с местными людьми. Вот. Культура очень нравится, поэтому мне очень-очень интересно. Сегодня группа ВИС полностью развернула работы по строительству основных конструкций моста по левобережной части. Мы сейчас находимся на площадке номер 2 и выполняются работы по установке свай 6-й опоры. Кроме основных конструкций ведутся и по подготовительным, то есть идет отсыпка площадок, технологических площадок 1-2 на левом берегу и на правом берегу. И здесь как раз таки задействованы местные кадры. И я могу с уверенностью сказать, что мы все задействованы в реализации нашего масштабного проекта. Я уверен, что мы поставленную задачу выполним. В 2028 году мост будет. Мы сейчас находимся на строительстве производственного городка для строительства Ленского моста. Здесь будет находиться и жилой городок, и также производственная база. То есть получается, чтобы построить мост, надо сделать Производственная база, серьезная производственная база, потому что объект очень индивидуальный, очень крупный. С учетом удаленности региона, да, то есть мы не в центральной части строим, надо понимать, есть, значит, логистические ограничения, да, транспортная доступность, ограничения, вот, поэтому для того, чтобы этот объект мог быть построен, по сути, необходимо также рядом с объектом иметь крупную производственную базу, которая обеспечивает жизнедеятельность объекта. Многие говорят, что почему так долго, да, почему так долго не начинали строительство, почему долго шло проектирование. Но сами понимаете, что объект настолько сложный, уникальный и дорогой, что проектирование заняло достаточно большое время. Ну, потому что нужно было найти оптимальные технологии, найти оптимальную трассировку. Поэтому, спешка здесь была, наверное, ни к чему все-таки. Зато получили тот проект, который может быть реализован в этих условиях. Еще раз повторяем, что таких мостов в мире никто не строил в таких условиях. Поэтому период проектирования, был достаточно большой. Но специалисты, опять же, лучшие специалисты работали над поиском оптимальных решений. А вот сейчас я нахожусь, так скажем, это ноу-хау, наверное, компании Виза. Представляете, вот бетон сразу здесь готовится. Сказать, что это ноу-хау нет, но то, что этот завод сделан по специальному заказу группы ВИС, это точно. Завод изготовлен в городе Златоуст в специальном арктическом исполнении, который позволяет производить бетон в зимних условиях. Строительство Ленского моста, по нашему мнению, очень серьезно продвинет строительную отрасль не только Якутии, но и всего дальневосточного региона. Потому что сюда будут завезены и использованы такие технологии, которые не применялись раньше. У нас уже есть опыт. Допустим, как при строительстве дороги в Хабаровске, обхода Хабаровска, там впервые был применен литой асфальт. До этой дороги
литого асфальта в дальневосточном регионе просто не было. А сейчас он был использован, опробован, и эта технология будет использоваться уже дальше. По сути, создается отдельная не только производственная, но и технологическая база, которая поможет развивать весь строительный комплекс. Конечно, максимально используется, задействуется ресурс строительных компаний Якутии. И все работы сейчас по отсыпке площадок, по отсыпке технологической дороги, это все выполняют местные компании. Плюс задействуется и ресурсная база. Все, что можно брать здесь на месте в Якутии, это все будет задействовано в проект. Мы начали строить объект, которого никто в мире никогда не строил. И нам сейчас всем вместе с жителями Якутии, вместе с руководством Якутии предстоит пройти этот сложный путь. Но созданы все необходимые условия для того, чтобы этот проект был успешно реализован. И я опять нахожусь на дороге Умнов. И могу сказать только одно. Дорога новая. И мост у нас будет построен. До скорой встречи. С вами был журналист Олег Желнин. Не сообщайте никому какие-либо смс-коды и пароли. С помощью них аферисты взламывают аккаунты в госуслугах и получают доступ к документам, после чего оформляют на имя жертв кредиты. Не сохраняйте пароли от мобильного банка и госуслуг в облачном хранилище телефона или браузера. Если ваш аккаунт будет взломан, аферисты получат доступ к вашим персональным данным. При отказе от услуг оператора сотовой связи открепите свой номер телефона от всех личных кабинетов, мобильных банков и аккаунтов в соцсетях. В случае, если мошенники завладеют вашей старой сим-картой, они смогут воспользоваться ею для доступа к вашим персональным данным. При поиске в интернете официальных сайтов магазинов, банков или других организаций пользуйтесь российским поисковиком и ищите сайт с галочкой. Не переходите по сомнительным ссылкам, даже если они были отправлены вам знакомыми. В них может скрываться вирус, способный передать все ваши данные кибераферистам. Добавьте номер своего банка в список контактов. С помощью специальных программ мошенники могут подделывать любые номера. Если вы добавите номер своего банка в контакты, он будет высвечиваться именно так, как вы его сохранили. При возникновении любых вопросов или сомнений всегда перезванивайте на официальный номер организации, набрав его на клавиатуре самостоятельно. Только так вы сможете быть уверены, что собеседник не мошенник. При разговоре по телефону не поддавайтесь эмоциям. Задача мошенников – ввести вас в состояние паники, чтобы вы не могли объективно оценить ситуацию. Лучше всего прекратить разговор и перезвонить близким для уточнения информации самостоятельно.